Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Тот, кто вас оберегает, о чем спешит вас предупредить. Это может быть и родная душа, и ангел-хранитель, и духовный проводник, наставник. Да? Тот, кто оберегает, хочет вас предупредить. Давайте посмотрим, о чем. Загадайте на себя, и пусть важное предупреждение вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну что, мои хорошие, здесь много разных предупреждений, да, пусть ваше вас найдет. Случайности не случайные. Если вы увидели это видео, если вы прям почувствовали желание просмотреть, значит, здесь информация для вас. Смотрите, здесь тот, кто обижает, и тот, кто обижен, поменяются местами, причем в считанные дни. Обижать вас может кто угодно, да? Это может быть и начальник строгий, и кто-то из родственников, и кто-то из людей, которые вас окружают, и даже какие-то чиновники могут обижать. Вот показано, что местами поменяетесь. Теперь тот, кто обижал, будет обижен, а тот, кого обижали, наоборот, да, человек прям спину распрямит, свободу почувствует, в безопасности себя почувствует. Но как ждать уже недолго. Скорее всего, вы просили небеса о помощи, либо вы кому-то за помощью конкретному обращались. Да? Помощь будет вам оказана, местами поменяетесь, бояться больше никого не будете. Увидите, что справедливость есть, что преступники, да, они наказываются и будут наказаны. И преступления, вот они прекратятся, я так понимаю, по отношению к вам. Скоро вы уже не будете обижены, наоборот, будете себя чувствовать на высоте. Ну а ваш обидчик в ваше положение попадет даже хуже. Да? Вот его уже точно обидят. Обидят так, что мало не покажется. Да, здесь как ответ на ваши мольбы, на ваши молитвы, либо на ваше какое-то обращение. Да? Скоро вас обижать перестанут. Дальше здесь показан какой-то выбор. Вы пытаетесь сделать этот выбор. И тот, кто вас оберегает, говорит, чтобы вы не спешили, потому что этот выбор, он никчемный. То есть, по сути, выбора нет, это иллюзия выбора. И то, что вам предлагается к выбору, оно недостойно вас, понимаете? Надо немножко обождать. Если вы подождете, если наберетесь терпения, то либо выбор богаче станет, либо будут действительно что-то хорошее предлагать. То есть не стоит хвататься за первое попавшееся предложение, да? Либо не стоит из худшего выбирать лучшее. Вы достойны большего. Если не поспешите, если сможете выдержать эту паузу, то выбор будет гораздо богаче, лучше, достойнее. И тогда уже как бы душу отведете. Дальше показан человек, который вас критикует. Но эта критика, она, конечно, обидная, но она правдивая. Знаете, иногда так бывает, что нам со стороны не видно. Либо какие-то вещи мы упускаем из нашего видения, из нашего сознания. Тот, кто вас критикует, вам не навредить хочет, а наоборот хочет подсказать, помочь. Как, знаете, от плохого уберечь, либо уберечь от разочарований. И иногда критика действительно конструктивная, и стоит к ней прислушаться. Либо хотя бы задуматься. Да? Сделайте над собой усилия и задумайтесь, да, над тем, что говорит вам этот критикан. Сразу поймете, что, возможно, да, я там спешу, либо не с тем, не с той связалась. Либо надо как-то по-другому поступать, по-другому действовать. Да. Тот, кто критикует, вам помочь действительно хочет. Дальше для женщин. Тот, кто вас оберегает, говорит, что надежный человек рядом.
рядом, близко, ну, буквально чуть ли не за руку вас держит. И, возможно, этот человек еще себя до конца не проявил, либо не раскрыл свои чувства, истинные намерения перед вами, но это скоро случится. Вы счастья своего не видите, да? Ну, так иногда бывает. Там глаз замылился, возможно, вы этого человека давно знаете. Вот, возможно, в принципе, да, видите в этом человеке друга, но не мужчину. На самом деле этот мужчина сделает вас самой счастливой женщиной. По крайней мере, он прям очень настроен на это, и он будет очень сильно стараться. Здесь вас скорее призывают дать шанс этому мужчине, ну, то есть не отвергать его ухаживание, его предложение, но хотя бы просто дать шанс посмотреть, как дальше сложится. Я вижу, что мужчина сможет вас добиться. То есть уговорить, добиться сможет. И вы, если дадите шанс, вы никогда об этом не пожалеете. Вот. Мужчина, что надо. Именно с таким мужчиной вы будете жить беззаботную, свою лучшую беззаботную жизнь. Вот так мне идет. Вот. А по поводу вот этих всех страстей, эмоций, со временем все откроется. Да, со временем точно откроется. Ну, явно не пожалеете, и вот как лучшую жизнь не можете прожить. Вот. Конечно, дело ваше, выбор ваш. Если вас просят дать этому мужчине шанс, не отвергать его. Вот. Ну что, был друг, стал жених. Да, был друг, стал муж. Так иногда в жизни бывает. Но я вижу, что у вас все хорошо может сложиться. Он тот, кто вам нужен. Так, еще здесь у меня пара. Пара, которая то ли расстаться хочет, то ли разводиться хочет. Что у вас там? Что вы не поделили? Какая-то вот агрессия у вас друг к другу, претензии, какие-то бесконечный список претензий. Причем очень взаимные претензии. Да? Здесь и мужчина такой весь, она плохая, она меня не любит, достала. И женщина такая, ах, ты меня недостоин, там паразит и прочее, прочее. Мои хорошие, как бы вы там ни ругались, должны знать одно, что вам друг от друга никуда не деться. Здесь вы друг другу по судьбе и судьбою, как говорится, повенчаны. Кстати, про повенчаны, да, возможно, вы уже венчались, а возможно, вы в будущем будете венчаться. Вот. Как бы ни ругались, чтобы там между вами какие бы войны ни происходили, терки не происходили, вы все равно будете вместе. Вот. А время свое драгоценное, лучшее время вы тратите на бесконечное выяснение отношений. Оно того не стоит. Действительно того не стоит. Вот. Никуда вам не деться друг от друга. Не уйдете вы друг от друга, не разведетесь, не расстанетесь. Просто физически не сможете. Как бы сильно не обижались друг на друга, но вы друг другу по судьбе. Со временем ваши отношения будут становиться более спокойными и уравновешенными. Ну а сейчас, да, вот искры. Вы бы лучше эти искры в горизонтальном положении реализовали, а не вертикальном. Понимаете, о чем речь? Вот надо вам как-то по-другому это все, да, выстраивать. Хотя бы попробовать. Но друг от друга вы никуда не денетесь. Так, еще показывают, что вы кому-то хотите то ли отомстить, то ли... Ну, на месть мне похоже, да? Воздаяние сделать. То есть, может быть, вас кто-то обидел, либо как-то с вами плохо поступил, и вы думаете, вот я тебе покажу, я тебе отплачу той же монетой, да, вот какие-то такие мысли. А тот, кто вас оберегает, говорит, что нет, зря ты так. И еще показано, что тот, кому вы хотите отомстить, это человек, ну, буквально там через несколько часов, либо несколько дней придет сам к вам и будет извиняться, да, вот что до человека, это не конченый человек, это нормальный человек, да, до человека уже доходит, либо дойдет в ближайшие дни, что человек вас обидел, человеку станет просто не по себе, весь начнет мучить, и этот человек прям придет и будет извиняться, и что-то хорошее будет для вас делать. А если вы сейчас мстить начнете, да, то этот момент не случится, вы во врагов превратитесь. Зачем? Кому это нужно? Лучше больше иметь друзей, чем врагов, понимаете? Вот. Немножечко надо успокоиться и вспомнить, что вы не такой человек, вы добрый человек. Ну зачем? Зачем мстить? Ну понятно, что обидно. Может быть, там человек случайно это сделал, может быть, человек тоже там, знаете, не с той ноги встал. Я вижу, что придет и будет извиняться. То есть не надо опускаться до мести, и все между вами точно исправится. Так, мужчину еще мне здесь показывают. Мужчина, он такой, знаете, вот как собака на сене, да?
то ли лечь, то ли сесть. Очень странно себя ведет, но показано, что он любит вас, но ему страшно, вот реально страшно. Вот как он чувствует, что он не готов к отношениям, не готов к семейной жизни. Что-то его пугает, неуверенность в себе, возможно, какая-то есть. Вот. А у вас, значит, там мысли, что у него другая женщина, что он там и то, и сё, что он меня не любит, он мной пользуется. Это все неправда. Это не так. Мужчина очень вас любит, и вы ему очень сильно нужны. Но ему чисто по-человечески страшно, понимаете? Страшно. Он не знает, что такое семейная жизнь, он не знает, что такое нормальные отношения. Ему кажется, что это, знаете, как это обрубить все, да, и заново черными нитками пришить. Вот, может быть, у него какой-то дурной опыт перед глазами, может быть, ему кто-то там свою историю поведал, не очень счастливую. Вот. Вы этого мужчину, пожалуйста, расслабьте, да? Не надо на него давить. И не нужно к нему так вот относиться, что вот ты такой-сякой, там голову мне морочишь. Нет, девочки, это прям совсем не поможет, это наоборот навредит. Так иногда в жизни бывает. Вот когда мы с чем-то в первый раз встречаемся, либо у нас есть опыт не свой, а чей-то, да, перед глазами, то нам кажется, что все будет там либо очень плохо, либо очень хорошо. Вот. Этому мужчине просто нужно время на то, чтобы он определился. Он вас любит, и любовь сделает свое дело. Вот когда зайдет вопрос о том, что нужно либо прерывать эти отношения, либо продолжать эти отношения, я вас уверяю, он выберет именно вас, потому что именно вас он любит. Здесь показано, что ему просто нужно немножко времени для того, чтобы избавиться от этого страха. А страх у него очень серьезный, прям он цепенеет в этом страхе. Так иногда бывает. Это не значит, что он плохой. Это не значит, что он там не создан для отношений, для семьи. Нет, просто для него это в новинку впервые, и у него нет в этом опыта. Он просто не представляет, с чем он имеет дело, да? Что его там дальше ждет. Вот. Девчонки, не нервничайте, все будет хорошо. Так, еще вас хотят предупредить по поводу, скорее всего, какой-то покупки, какого-то приобретения. Сказано, что спешить нельзя, что можно либо переплатить, либо купить то, что, например, вас не будет удовлетворять. Допустим, да, давайте пример возьмем. Вы хотите купить, там, не знаю, новый ноутбук, да, пусть будет такой пример. Вот. Вы хотите его купить, вы приблизительно уже понимаете, что вы хотите, подобрали себе модель, вы знаете, сколько она стоит, вы ее там покупаете, грубо говоря, а через месяц выходит новая модель, приблизительно по той же цене, но с более расширенными функциями, да. И вы такая думаете, как же меня угораздило. Обидно, очень обидно. Либо вы хотите что-то другое приобрести, там будут скидки, например, да, и цены будут значительно ниже, а вы уже переплатили. Вот, не спешите, лучше не спешите. И еще показано, что вам нужно как-то это делать с холодной головой. То ли вы слишком загорелись, да, на какую-то вещь, а в таком состоянии лучше покупки не делать, да, потому что явно что-то будет не так. Да, лучше обождать. Ждать недолго, где-то 3-4 недельки. Месяц, да, подождите, потом уже покупайте. Вот за месяц точно что-то изменится. Вот тогда вы своим шансом воспользуетесь. Так, кому кажется, что вам не везет, и вам не кажется, вам действительно не везет, потому что кто-то вашу удачу на себя перетягивает. Здесь не крадник, здесь какой-то неправильный обмен энергией. То есть человек берет, и берет самое лучшее. Знаете, как сливки с вас снимает. Как человек это делает? Через ваши вещи. То ли ваши вещи надевает на себя, то ли пользуется вашими вещами. Да? Тут уже не обязательно одежда, это могут быть и, например, посуда, это может быть, сумку кому-то свою даете, может, обувь кому-то свою даете, может быть, даете, не знаю, что можно давать, да что угодно можно давать, да, что-то вы свое постоянно даете. И тот, кто у вас забирает, сейчас очень неплохо устроился человек, да, жизнь улучшается с каждым днем, а у вас, наоборот, как будто бы ухудшается. Причина в том, что вы свои вещи даете человеку в пользование. И человек самое лучшее из вас тянет. Прекратите давать свои вещи, и ваша удача к вам вернется. Все ваше к вам вернется.
Вот, жизнь будет прежняя, может быть, даже лучше. Вот. А у того человека, наоборот, все вернется в исходную точку. Кому-то что-то даете. Не надо. Даже, смотрите, своим нельзя давать. Не то, чтобы там чужим. Про чужих это вообще нельзя. Вы можете давать своей сестре, вы можете давать, например, там, кому? Передавать свои вещи там, кому-то из самых близких людей. Вот. И у человека, значит, ваша энергетика, у человека все прекрасно, замечательно, а у вас все хуже и хуже. Вот, не давайте. Это дурная привычка, это неправильно. Нельзя давать во временное пользование. Если уже там сильно хочется, можете подарить. Подарить и отдать навсегда с концами. Но не так, что человек там попользовался, вам вернул, и в таком ключе с вас уходит самое лучшее. Вот здесь про какую-то встречу речь идет. О том, что встреча точно будет. А может быть, не в то время, когда запланировано, не в том месте, где договаривались, но встреча точно будет с правой стороны. Точно будет, и эта встреча вам пойдет на благо. Может быть, вы с кем-то в личном хотите встретиться, может быть, деловые какие-то отношения, может быть, у вас какие-то потребности есть. Встреча точно будет, но не в то время, на какое договаривались, и не в том месте. Вот где-то вот поменяется все, либо все перенесется, а может быть, все случится гораздо раньше, чем запланировано. Да? Вот лучше так, чем как было запланировано. С правой стороны идет. Вы, главное, не нервничайте, все будет. А вот здесь показано, что вам помощь будут предлагать. С левой стороны неожиданно, может быть, даже неожиданный какой-то персонаж будет предлагать вам помощь. И вам нельзя от этой помощи отказываться. Нельзя ни в коем случае. Помощь действительно вам в руки идет. И благодаря этой помощи вы действительно можете что-то решить, либо чего-то добиться, чего-то избавиться, какое-то облегчение, подспорье получить. Ни в коем случае не отказывайтесь. Предлагать вам будут всего лишь один раз. И если откажетесь, все, придется самой все делать, тащить, либо от чего-то даже отказываться. Поэтому лучше помощь принять. Кто бы вам ее не предлагал, принимайте. Да, иногда можно немножко даже и на гордость на свою наступить, но помощь принять. Без этой помощи вам будет очень сильно туго. Вот. Один раз вам всего лишь будут предлагать. Так, еще какое-то мероприятие показывают. Мероприятие, где будут те, кто вам не нравится. Ну, среди, наверное, приглашенных будут эти люди. Вот. Неважно, кто там будет, вам нужно туда идти. Там что-то очень хорошее с вами приключится. Незабываемое, фантастичное, фееричное, волшебное. Обязательно идите. Какая разница, кто там еще будет приглашен? Просто не общайтесь, либо подальше держитесь, но обязательно идите. Даже если нечего одеть, даже если настроение не то, все равно идите. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Не упустите свою возможность, не упустите свой добрый случай, да? Счастливый случай не упустите. Такие события, они крайне редко в жизни людей происходят. Не могу сказать, что, но это что-то необыкновенное. Необыкновенное и очень приятное. Обязательно нужно идти. Ни в коем случае не пропускать. Так, еще почему-то показывает, что какой-то человек к вам в карман руку засунул и себя очень хорошо чувствует. А у вас карман прям пустеет с каждым днем. Да, все легче и легче становится. Кто-то пользуется то ли вашей помощью, то ли вашей наивностью, то ли вашей простотой. Кто-то, кто свой, не чужой человек. Вот тем и обидней. Надо вам поскорее избавить свой карман от этой руки. Да? Нельзя так делать. Никого не впускайте ни в карман, ни в кошелек, ни на личный счет. Никого не пускайте. Чтобы вам там человек не говорил, как это удобно, как это просто, как надо доверять. Вот прям совсем не слушайте. Это очень плохо в энергетическом плане. Очень плохо. И действительно, карман с каждым днем будет становиться все легче и легче. Да? Он пустой будет становиться. Вот. Поскорее избавляйтесь от этой ситуации, она вам вредит. Так, кому-то из вас в самое ближайшее время нужно вот заняться собой. Я так понимаю, здоровьем заняться.
заняться, не откладывайте в долгий ящик, иначе ситуация может усугубиться. Я не хочу каркать. Да? Если вы чувствуете, что что-то не так, что организм как-то дает сбои, да, может быть терпимые, но сбои, то не игнорируйте этот момент и поскорее обращайтесь за профессиональной помощью. Да? Обращайтесь к медикам, обращайтесь к специалистам, начинайте обследование либо лечение, если вы сами знаете, что с вами происходит. Каждый пропущенный час-день будет вам оборачиваться копеечкой, да, то есть больше заплатите, больше потратите, то есть вот как-то оно против вас играет. Вот. Но и опять же, со здоровьем шутить нельзя. Ну, очень хрупкая вещь, наше здоровье, человеческое здоровье. Его легко потерять, но невозможно восстановить, да? Практически невозможно. Вот. Ну, это не шутка, это не игра, это жизнь, это ваше будущее, поэтому как можно скорее, да, записывайтесь к специалисту, идите на прием. Ну, тянуть уже некуда, понимаете? Тянуть некуда. Так, а еще вот здесь показано, что мужчина и женщина пытаются вас обмануть, цепить вашу бдительность и вас обмануть. Очень они коварные люди, но очень такие улыбчивые, добродушные, ну типа видимость такую умеют создавать, как, знаете, эти профессиональные обманщики, ловкачи, мошенники. Мужчина и женщина. Может быть, они пара, может быть, они мать и дочь, может быть, они там брат и сестра, может быть, они просто какие-то компаньоны, сотрудники. Ну, в общем, очень они ловкие и пытаются вас обмануть. Не верьте им, не верьте. Здесь такой обман очень такой, знаете, изысканный мне идет, да? Там как бы все так красиво поставлено, что вроде как и не подкопаешься. Но они реально обманщики. Обманщики, вы лучше о них справки наведите, и все станет на свои места. Вот, обман здесь прям на лицо показан. И еще, мои хорошие, вам нельзя кому-то зла желать. Нельзя ни при каких обстоятельствах, ни в шутку, ни в агрессии, ни в каком-то нервном расстройстве. Не желайте. Потому что то, что вы желаете, оно исполняется. Особенно в негативном окрасе. Вот. Возможно, вы за собой этого не замечали, а возможно, вы заметили и думаете: о, как круто, как замечательно, но делать этого нельзя. Делать этого нельзя, да. Лучше желайте всего хорошего и желательно себе. Тогда у вас хорошее будет исполняться. Вот. Ну а другим людям плохого не желайте. Ситуации разные бывают. Да? Можно сегодня пожелать, а завтра пожалеть, а это уже случилось. А вы уже негатив человеку послали. Вот мне идет, что у вас вот сила есть. Сила накликать, прикликать, вызывать вот такие события. Возможно, это не у всех отыграется, не для всех информация, но здесь вот призыв к тому, чтобы вы это не делали. Потому что, сильно вы накликаете на людей бед. И уже многим досталось, и еще многим может достаться. Да? Возможно, люди не самые лучшие, но каждый человек имеет право на раскаяние, каждый человек имеет право на исправление. А у вас прям так, знаете, строго все с этим идет. Вот не желайте, пожалуйста, не желайте. Тогда и у вас меньше неприятностей будет. Вот просто проверьте, да, какое-то время с этим поживите, там, возьмите себе экспериментально там, неделю, либо месяц, и просто проверьте, как оно работает. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.